Bizim subyetimiz ise devam etti dostlar ve bizim stüdyamızda bu yarış, festival yarış hakkında subyetimiz devam etti ve elbette Elmira Hanım Grand Prix, Haytarma Ansamblı Grand Prix sahibi oldu ve onların bediri biri Elmira Hanım Nalbandova ve çalgıcılık nominasyasında Grand Prix böyle mükafatının sahibi çalgıcı Hasan Çırçır. Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Очень рад встретить вас. Мне очень приятно приходить в эту студию, общаться с вами. Çok sağ ol. Асан, когда ты услышал свое имя в списке победителей, что ты почувствовал? Было ли для тебя это неожиданно или все-таки ты был уверен в своих силах и в своей победе? Я вообще занимаюсь с детства и, конечно, хочу проявлять свой талант. И когда бывают подобные конкурсы, я всегда стараюсь выкладываться больше, чем на 100%. И думаю, что то, что я победил, это закономерный результат. То есть ты предполагал изначально, что приз может достаться именно тебе? Да. Я всегда зацикливаюсь на победу, визуализирую ее. Мне кажется, это самый правильный Сейчас настрой. молодежь вот такая вот, она целеустремленная и в себя верит. Это хорошо. Какой номер ты представил в финале? В финале я представил номер на 3 инструментах. Сначала я играл на дудуке, потом я играл на кларнете, и последний я играл на саксофоне. Кларнет я разобрал на 5 частей. Вот, это было... Это часть номера такая. Да. Мы были очень удивлены, когда сначала на дудуке сыграл, потом смотрим, раз, играет на кларнете, вдруг разобрал одну часть, вторую, третью. Ну что же дальше будет? Ну вот, молодец, было очень интересно. И, машаллах. На чем играть было сложнее? На каком инструменте? Честно говоря, я не могу выделить единственный, потому что я на каждому уделяю время и тщательно проигрываю программу. В любом случае. А расскажи, на каком этапе было более сложно и волнительно играть? На отборочных турах или же в финале? Все-таки да, финал это очень важно, это очень волнительно, но на отборочных турах ты только заявляешь о себе. Вот для тебя что было сложнее? Ну, честно говоря, все равно в начале как-то поспокойнее, вот дальше уже нервы берут свое. То есть там уже нельзя дать слабинку? Да, там я уже не даю себе поблажек, вот никаких. Кто из родных тебя поддерживал? Ну, вся семья, родственники, все мне звонили перед началом, поддерживали и говорили, что главное выкладывайся и все будет хорошо. Главное уверенность в себе, Да. опять-таки. Главное, что рядом такой бабашка, Да, который всегда держит руку на пульсе, Руслан Чырчыр, поэтому он такой всегда рядом с ним, и чувствуется отцовское плечо, знаете, это очень важно. Когда отец рядом, все равно мне спокойно. Эльмира Ханым, ансамбль Хайтарма, переходя к этой теме, представил в финале «Тым-тым», танец «Тым-тым». Да. Почему выбор пал именно на этот номер? Во-первых, это очень старинный крымско-татарский классический танец. И как вот Николай Борисович говорил, всегда вот танцевали его Сольно. Да, сольно. Но когда когда девочек много, 9, 12, понимаете, совершенно другая картинка. И можно этот танец совершенно другим показать. Красоту другую, девичью, ручек. Потому что один – это один, а когда много уже ощущения совсем другие у танца. Ну вот, конечно, танцев у нас очень много сейчас, и было, и есть, и сейчас вот новые постановки. У нас очень хороший балетмейстер Зарема Усманова, и вот ее видение в Тым-тыме вот оказалось для нас, не только для меня, и для девочек, оно приемлемым, и оно настолько этот танец оказался женственным. Я думаю, что вот, наверное, и зрители, и жюри, наверное, покорила именно женская вот женственность и красота вообще всего танца. Вот думаю, что так.
Ваш ансамбль покорил не одну большую сцену, не только на территории Крыма, но и за его пределами. И несмотря на это, насколько было волнительно выступать на сцене такого конкурса-фестиваля, который проводится впервые? Вы знаете, самое важное, что на сегодняшний день наше государство занимается не только решением проблем хлеба насущных, да, а самое главное, что сейчас государство поддерживает культуру народа крымско-татарского, и это очень важно для нас. Потому что мы можем расти, мы можем показать, насколько мы выросли, что у нас есть интересного, и композиторы, и поэты, и такая молодежь творческая, которой мы можем сегодня гордиться. То есть государство сегодня делает для нас очень много, и это очень важно. И самое главное, что нам самим нельзя упускать момент, и все время двигаться вперед нужно. Потому что крымско-татарское искусство, культура, музыка, танцы, то есть это настолько интересно, и можно учить другим эту культуру. И я думаю, что в скором времени о нас будут знать не только, будем говорить так, в Республике Крым и на континенте, но и за других странах. Хасмет олса. Хасмет олса, да. Асан, ты сегодня к нам пришел не с пустыми руками. Какую композицию ты исполнишь для нас сегодня? Сегодня я хотел бы исполнить вам крымско-татарские мотивы. Вот. И сейчас продемонстрирую. Давай, послушай. Завораживающая мелодия. Заставил плакать. Действительно, такая мелодия, которая завораживает. Да. Главным призом в номинации был денежный приз 70 тысяч рублей. Ты уже решил, на что потратишь свой выигрыш? Ну, как бы я все равно не планировал заранее, на что потрачу, но мысли, конечно, были, свои мечты. Ну, конечно, я бы хотел взять новый саксофон. Какой-то именной, там, с росписью знаменитого саксофониста. Ну, если получится, то да. Ну, а так просто взять, ну, высококлассный саксофон и как бы вот так. То есть на развитие своего таланта. Да, вкладывать в себя. Çok sağ olun, что сегодня пришли. Асан, да, Баркере хайрлы олсын. Мы, конечно, тебе желаем успехов в развитии твоего таланта. Пусть все твои мечты осуществятся. И уже по традиции в нашей студии ваши пожелания телезрителям. Эльмира Ханым, начнем с вас. Самое главное, чтобы в доме было тепло и уютно, гармония. Чтобы, приходя домой, мы чувствовали всегда, что нас ждут. Это самое главное. Любви, мира нам всем и процветания. Поддерживаю слова Эльмиры Ханум. Важна очень поддержка близких. И, конечно, благодаря поддержке мы чувствуем себя более увереннее и можем выкладываться на все 100% и быть уверенным в себе. Хорошего дня вам и еще раз удачи. Çok sağ olun. Sayılı dostlar, mana böyle istidatlı yaşlarımız bardır bizim Kırımımızda ve umut etemiz böyle festivaller, böyle yarışlar sayesinde
Biz da bilinmеген yangi shaxslarni o'rganacağız. Şimdi ise devam etamiz. Navbatdagi rubrikamız hazır. Muqaddas yerlarni seyretamiz.